Здравствуйте. Пришло время подвести итоги уходящего дня. В эфире информационная программа «Алато». В студии работают Нурджамал Бурханов и Нурсултан Джатубеков. Смотрите в программе. Премьер-министр наградил 53 учащихся средних школ и лицеев, победителей Республиканской олимпиады среди школьников. Награды из рук премьер-министра получили 53 учащихся средних школ и лицеев страны. Сегодня в столице состоялась церемония награждения победителей Республиканской олимпиады среди школьников. В этом году в Олимпиаде участвовало 2237 школьников. В четвертый этап вышли 318 сильнейших, из них 53 удостоились наград разных степеней. С некоторыми из них побеседовала наш корреспондент Диана Мамекова. Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться. Так можно сказать об Аделете Даниареве. Участие в 2 олимпиадах в предыдущие годы не увенчалось успехом. Но молодой человек не сдался, стал еще больше трудиться. И вот в этом году он лучший среди своих сверстников. Выбрал английский язык. Начиная уже с областного этапа, было заметно, что конкуренция очень сильная, поэтому было, можно сказать, что было тяжело. Но несмотря на это, удалось пройти на республиканский этап. Лучше по кыргызскому языку и литературе стала Акыла Джусупбекова. Говорит, что любовь к родному языку сподвигла принять участие в Олимпиаде. И не ошиблась. Хотя соперников было много и все достаточно сильные, именно она получает награду из рук премьер-министра. Я очень горда тем, что мне вручает диплом сам премьер-министр. Это некий стимул и дальше учиться. Ведь чем больше учишься, тем больше достигаешь самых больших высот. В будущем хочу быть дипломатом и прославлять свою страну. Прославлять свою страну хочет и Азамат Абыкеев, но как физик-инженер. Такой нелегкий предмет вызывает интерес у школьника 10 класса с детства. И вот это его первая победа. Очень сильные соперники, но победил я. Возможно, помогло то, что я с детства интересуюсь этим предметом. И я знаю немного больше, чем мои соперники. К тому же готовился к Олимпиаде 7 класса. Это 3 года. В следующем году заканчиваю школу и хочу поступить в хороший иностранный вуз. И таких по стране тысячи. Участие в Олимпиаде удостоились 2237 школьников. Самый сложный этап выявил 53 ученика. С победой их поздравил лично премьер Сапар Исаков. Глава правительства сказал, что только благодаря образованию можно добиться больших высот и заработать себе имя с большой буквы. Здесь, в этом зале, находятся одни из самых сильных личностей, детей, которые еще себя покажут в будущем, сформируются как такие очень сильные личности. Возможно, среди вас сидит будущий президент страны, премьер-министры, министры, члены правительства, большие крупные бизнесмены. Меня просто гордость пробирает за то, что в нашей стране есть вот такие ребята, как вы. Каждый год выпускаются такие ребята, как вы. И дай Бог, лет через 15-20 каждый из вас, я думаю, скажет о себе. Кто бы вам ни говорил, всегда верьте в свои силы. Всегда верьте в свои силы. Верьте только самим себе. И я думаю, при таком подходе вы очень многого в жизни добьетесь. Если школьные, районные и областные туры проходили по прежним правилам и условиям, то 4-й тур был немного изменен. Членами жюри были преподаватели независимой компании, которые и разрабатывали задачи для Олимпиады. Это позволило провести прозрачный и честный конкурс. Но в целом я хотела бы отметить даже положительные такие, скажем, сдвиги и в рамках вот проведенной нашей Олимпиады, потому что
Появляются новые имена, и, кстати, из регионов совсем незаметные такие школы, которые дают нам победителей, дали нам победителей Олимпиады. Поэтому я еще раз хотела бы отметить, что ставку, наверное, надо делать на учителей, потому что в основе всех реформ в любом случае стоит квалифицированный учитель. И если есть победитель, то это значит, что этого победителя готовил определенный учитель. По словам министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, уровень образования школьников с каждым годом растет. И это заметно не только по количеству участников Олимпиады, но и по баллам, которые они зарабатывают. Диана Мамекова, Тимур Сыдагалиев, Общественный, Первый канал. Далее информация о погоде на завтра, а мы желаем вам успешной недели. И до свидания.